Китайцы добродушно приветствуют татарстанцев и поздравляют друг друга со значимой датой – столетие Коммунистической партии Китая. Гимны двух стран – Китая и России – звучат под открытым небом у Дома-музея Владимира Ленина. Место выставки выбрано не случайно. Об этом говорит и генконсул Китая в Казани. Именно здесь молодой Ленин начал изучать капитал, соприкоснулся с революционными идеями. Под его руководством было основано первое в мире социалистическое государство. Вот такая красная ковровая дорожка сегодня открывает настоящий путь в столетней истории Китайской коммунистической партии. Только посмотрите, вот на этих двухметровых полотнах каждый гость может увидеть не только путь становления этой партии с 1921 года, но и даже послушать ее на всех языках, точнее на русском, китайском и английском. 100 лет назад Коммунистическая партия Китая насчитывала около 50 представителей. Сейчас эта цифра превысила 95 миллионов. Китайцы одни из немногих смогли сохранить коммунистическое направление в 21 веке. КПК взаимодействует с 600 политпартиями мира, среди них и «Единая Россия». Вклад Китая в сохранение и укрепление мира и безопасности во всем мире – это позволяет им гордиться собой и нам учиться у них. Вся выставка сопровождается такой невероятной живой музыкой под открытым небом. И, как признаются сами музыканты из оркестра «Ренессанс», татарская музыка даже чем-то схожа с китайской национальной. Ну а все казанцы и гости столицы могут прочувствовать эту невероятную атмосферу еще 2 недели в Казани у Дома-музея Ленина. Наталья Мезина, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.